России требуется профессиональная армия. Владимир Путин анонсировал отказ от традиционного военного призыва. Промышленные компании Якутии представили рабочие места в Хандыге на ярмарке вакансий. Сколько соискателей уже нашли работу. Алданский ансамбль молодых артистов «Гитарика» отметил 3-летие. Каких успехов добился коллектив за годы своей работы? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Тюмени во время спецоперации ликвидировали боевиков, планировавших теракты. Сторонники ИГИЛ на предложение властям сдаться открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки террористы были нейтрализованы. По данным спецслужб, они планировали серию терактов в местах массового скопления людей. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением Федеральной службы безопасности России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов 2 вооруженных лиц. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил противопорядка нет. Свыше 100 человек эвакуированы из зоны оцепления в штаб временного размещения. Для того, чтобы вовремя реагировать на подобные ситуации, очевидно, необходима профессиональная подготовка военных кадров. Владимир Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое. Военная техника становится сложнее, как и задачи. Это требует профессиональной армии. Президент также отметил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва полностью, так как перед военнослужащими всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. Путин напомнил, что в Минобороны есть научные роты, а также специальный центр, позволяющий служить, не теряя квалификации. Туда конкурс достигает 5 человек на место. В заключение Владимир Путин напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный. Владельцы земельных участков смогут выбрать то назначение своей земли, которое более всего соответствует фактическому ее использованию. Минэкономразвития обновило существующий классификатор видов разрешенного использования земельных участков. Теперь на участках для ведения садоводства могут размещаться и жилые дома, так же, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи. Новый порядок может отразиться и на кадастровой стоимости земли. Мой дом, как говорится, моя крепость. Ну а для приобретения жилья в стране существует ряд мер поддержки. В том числе и для молодых семей в решении жилищного вопроса действует федеральная программа. Она работает и в алмазной столице. Так, свое собственное жилье в скором времени появится у семьи из Мирного. Ивановы получили соответствующую социальную выплату на приобретение жилья. Она осуществляется городской муниципальной властью. Ее участниками могут стать семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет и если у них отсутствует собственная жилплощадь. В 2018 году выплату получили 18 молодых семей. В 2019 планируется выдать 19 таких сертификатов. Мы встали на очередь, как только переехали в Мирный, это было 5 лет назад. И вот на днях нас пригласили на вручение сертификата. Мы очень рады. Будем думать, куда использовать наш сертификат. Китайские инвесторы проявили интерес к Нюрнгринскому району. В Южную Якутию прибыли представители потенциального инвестора в угольную промышленность и железорудные месторождения. Китайская металлургическая компания и торгово-промышленная корпорация Хэбэй Биши. Делегацию из 12 человек возглавляет председатель совета директоров Би Цинянь. Подробнее в сюжете Сергея Козюры. Нюрнгринский район относится к числу территорий с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами развития экономики. Общий объем инвестиций за 2018 год составил около 35 миллиардов рублей. В рамках визита в Южную Якутию представители Китайской Народной Республики посетили сразу несколько объектов промышленных зон. Основная цель – изучить инвестиционный климат района и ознакомиться с местными ресурсами на предмет их использования для металлургии. Информации много, которую мы хотим узнать, получили. То есть следующий этап мы должны поизучать конкретно, как вот этот практически реализовать вот эти проекты в дальнейшем с вами. Знакомство компаний «Колмар» и Хэбэй Биши состоялось на экономическом форуме Дальнего Востока. Первые переговоры прошли в сентябре во Владивостоке, где был поднят вопрос о строительстве коксохимического и металлургического завода. Еще с советских времен эта идея как бы летает в воздухе, и
все хотят реализовать данный проект, потому что для этого сегодня все в Нерюнгри есть. И уголь как сущийся, и железная руда, и вода, и электроэнергия, в общем, все, и железная дорога. Поэтому мы тогда их пригласили в гости, и вот сегодня эта встреча произошла. Надеюсь, что в дальнейшем у нас сложатся хорошие взаимоотношения с данной компанией. Китайскую сторону интересуют вопросы квотирования рабочей силы, льготы для инвесторов и иностранных фирм, работающих на территории Якутии. Вопросы, которые вызывают проблемы, они все вопросы, которые решаемы. Это и, в частности, ценообразование, которое будет выйдет после переговоров, и создание определенной инфраструктуры, пропускной способности и прочее. Я думаю, инвестор серьезный, инвестор намерен работать, и я думаю, получится. Делегация посетила горно-обогатительный комплекс «Денисовский», угольный разрез «Нерюнгринский», Нерюнгринскую ГРЭС, ЖД-станцию «Беркакит». Состоялся осмотр начала участка железнорудных месторождений в Нерюнгринском районе и встреча с руководством Мечел Майнинг, Якутуголь и Эльгауголь. И более подробное знакомство с инфраструктурой города Нерюнгри. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а крупные промышленные компании представили вакантные места в Хандыге. В горно-геологическом техникуме специалисты кадровых служб предприятий провели предварительное собеседование с соискателями. Сколько претендентов нашли работу, расскажет Мария Винокурова. В этом году по подбору кадров работали 5 производственных предприятий. Среди них такие крупные промышленные компании, как «Алроса», «Золото Селегдара», «Якутуголь», а также предприятия, работающие на территории района. Южно-Верхоянская горнодобывающая компания, Тампонские электрические сети и аэропорт. Александр Белолюбский – студент горно-геологического техникума по специальности автомеханик. Он без 5 минут выпускник, поэтому решил заранее подать резюме специалистам кадровых служб. Я подал свои документы в Якутуголь и в Алросу. По окончанию я бы хотел по своей специальности пойти работать. Я очень рад, что есть такая возможность, что можно заранее уже найти себе работу, сдать резюме, чтобы уже потом по окончанию уже пойти работать, а не искать везде. Сегодня производственная отрасль республики остро нуждается в квалифицированных рабочих специалистах, как на постоянной основе, так и вахтовым методом. Значит, лично у меня сегодня было 21 человек. Где-то половина из них, наверное, это все-таки выпускники, значит, без опыта работы. Значит, ну и с опытом работы подходят люди, значит, это водители, это электрослесари. Значит, предложение есть. По итогам собеседования из 77 претендентов для последующего трудоустройства были отобраны около 40 кандидатов. 2 соискателя рекомендованы для дальнейшего переобучения. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Внутригосударственный перевод для многофункциональной республики – тема весьма актуальная. Ее обсудили сегодня на круглом столе в рамках Всероссийской научно-практической конференции языковедов, которая проходит в эти дни в Якутске. В мероприятии участие приняли эксперты по тюркским языкам из республики Тыва, Коми, Бурятии, Казахстана и Кыргызстана. Лингвисты сходятся в одном: в условиях глобализации грамотный перевод – это значимый инструмент сохранения языка и культуры. Самое главное – ввести единую систему, утвердить нормы перевода, в частности в официально-деловой сфере и терминологии. Также необходимо уделить внимание подготовке профессиональных переводчиков. Конференция «Перевод в поликультурном языковом пространстве Российской Федерации. Потенциал и перспективы» завершают свою работу уже сегодня. Состоится подведение итогов и принятие резолюции в главном учебном корпусе СВФУ. Надо шевелить и общественность, и администрацию, да, чтобы были какие-то документы защищающие, с одной стороны, на всех уровнях, не только в школе, хотя школа очень важна в данном случае. Должны быть всюду по стране вот такие кафедры, которые есть в Северо-Восточном университете. Здесь, потому что кафедра якутской стилистики, якутско-русского перевода, такого вокруг нет. Вот она именно защищает, да, но эту систему устанавливать, брать пример с этого университета, да, перенимать опыт по стране, делиться этим опытом. Для этого нужны вот все вот эти меры.
Ну а проверить свои знания русского языка сегодня появится возможность у всех горожан. Акция «Тотальный диктант» пройдет сегодня в Якутске. Это ежегодное мероприятие для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб. Ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. А воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив почти 230 тысяч человек в более чем 1000 городов. В этом году для жителей и гостей Якутска будут открыты 4 площадки. В Национальной библиотеке, в учебных корпусах и научной библиотеке Северо-Восточного федерального университета, а также в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Все зрители телеканала «Якутия-24» также могут присоединиться к акции и проверить свои знания. В 14 часов наш телеканал проведет прямую трансляцию с одной из площадок «Тотального диктанта». Движение по улице Чайковского в Якутске будет закрыто до 31 октября. На участке дороги от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева проведут капитальный ремонт. Автобусные маршруты номер 2, 3, 5, 8 и 16 будут осуществлять движение в объезд улицы Чайковского по улице Лермонтова, согласно схеме, которую вы видите на экране. А водителям следует быть внимательнее на дорогах. В ближайшие сутки снег и ветер ожидаются в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Горном, Намском, Хангаласском, Усть-Майском районах, Вилюйской группе и Заречных Улусах. Совсем не по-весеннему сейчас в Алдане, там настоящая метель и -5. По прогнозам синоптиков, снег там продолжит идти до понедельника. Местами солнечно, похолодало и в столице региона. В Якутске сегодня днем -2, ночью до 15 градусов мороза. Ветер не будет превышать 2,5 метров в секунду. Алданский ансамбль молодых артистов «Гитарика» отметил 3-летие. Первоначально он создавался как самодеятельный, сегодня относится к ведению Якутской государственной филармонии. О покоренных горизонтах и высотах, которые еще только предстоит взять коллективу, расскажет Татьяна Вахнина. Классика, ритмы современной эстрады, жанровые произведения. У солистов ансамбля «Гитарика» очередная репетиция. В ближайшем будущем график выступлений насыщенный. День Конституции Якутии, 1 мая, празднование Великой Победы. «Гитарика» принимает участие во всех праздниках и мероприятиях. Сольные концерты артисты дают для отдельных коллективов. В репертуаре «Гитарики» около 50 произведений разных жанров. Они включают в себя как классическую музыку, так и музыку из кинофильмов, современную музыку, джаз. В общем, в разных направлениях работаем. Несколько дней назад «Гитарика» отметила день рождения, 3 года со дня образования. Коллектив студентов филиала Якутского музыкального колледжа имени Жиркова создавался как самодеятельный. Вскоре музыканты покорили широкие горизонты, завоевав любовь и признательность не только жителей Алдана, но и Якутии. Сейчас «Гитарика» относится к ведению Государственной филармонии Якутии. Мы дружим очень хорошо, как семья друг к другу относимся. Создание ансамбля инициировала преподаватель музыкального колледжа Мария Ситишева. За 3 года состав музыкантов менялся. В ансамбле студенты пробовали себя по желанию. Сегодня коллектив «Гитарики» объединяет 6 артистов. Идея – это, конечно, хорошо, но идею ее воплощают людьми, потому что если бы не было здесь гитаристов, желающих в этом направлении работать, то, конечно, бы ничего не состоялось. Расширение репертуара, выступления, идей и планов у музыкантов много. Каждый свой выход к слушателям артисты стремятся сделать не похожим на предыдущий. Хотелось бы общаться с современными композиторами, с гитаристами из других городов, с ансамблями, с коллективами другими. Считается, что овладеть навыками игры на гитаре несложно. Музыканты говорят, можно играть ноты, а можно создавать музыку. А для этого необходимо понимание гармонии и желание творить. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.